На территории Ингушетии с 2010 по 2016 год действует федеральная целевая программа по социально-экономическому развитию. Программа направлена на стабилизацию социально-экономического положения республики, обеспечивающая в долгосрочной перспективе базис для устойчивого экономического роста и, как следствие, повышения уровня жизни населения. Общий объем финансирования, необходимый для реализации программы, составляет более 30 миллиардов рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 29 миллиардов и республиканского свыше 3 миллиардов рублей. Одним из приоритетов экономики – это развитие агропромышленного комплекса региона, основная цель которого – вовлечение в процесс экономического производства имеющихся аграрных ресурсов республики. Для детального ознакомления хода реализации программы в Ингушетию приехал директор Департамента рыболовства и пищевого производства Министерства сельского хозяйства России Михаил Орлов. Первый объект его мониторинга – ГУП «Атлас» в сельском поселении Троицкое, на территории которого строится крупнейший в республике завод по переработке плодоовощной продукции. Здесь мы на объекте ГУП «Атлас» сегодня видим очень важный объект, будущий консервный завод. Его строительная часть находится в высокой степени готовности, и строители обещают уже в этом году завершить установку высокотехнологичного оборудования и запустить этот завод уже в этом году. И это очень важно. Строительство предприятия началось в 2011 году. Сметная стоимость почти 520 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета около 468 миллионов. По состоянию первого полугодия текущего года освоено свыше 335 миллионов рублей. Планируемый срок сдачи комплекса – конец 2013 года. Строительство таких объектов это есть прямое выполнение стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности в Российской Федерации до 2020 года. Эта стратегия была принята в 2012 году. В этом году на заседании правительства Российской Федерации предусмотрено рассмотрение хода реализации этой стратегии. И нам кажется, что вот такие объекты – это и есть реальное прямое воплощение того, что было заложено в этих основных документах, которыми мы в настоящее время руководствуемся. Но нам видится, что темпы, строительство, которые здесь сегодня предлагаются, они очень высокие, очень быстрые. Мы надеемся, что это будет хорошее, качественное предприятие, высокотехнологичное и современное. Сейчас завершаются отделочные работы производственного и административного корпусов. Ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. В житнице Северного Кавказа не только хлеб был всегда, а еще и продукты растениеводства. Это имеется в виду плоды и овощи. Мы всегда были богаты и знамениты этими вещами. И вся консервная промышленность, перерабатывающая, была сконцентрирована, российская, была сконцентрирована как раз на территории Северного Кавказа. И вот когда пришли эти годы разброда, можно так назвать, то стало невыгодным выращивать плоды и овощи, которые занимали и на себя брали очень трудоемкие это достаточно вещи. И все хозяйства перешли на более легкий способ востребованности это пожнивных культур, в основном пшеница и кукуруза, и там ячмень и тому подобное. Вот. То есть сады и ягодники, и все это стало уничтожаться. И получилась интересная вещь, что на наших рынках Северного Кавказа, например, я не совру, если скажу, что ниже 100 рублей, например, черная смородина не опускается в цене в летний период. А в центральной России она стоит 40 рублей килограмм. Я имею в виду в килограммах это измерение. Получается так, что на Северном Кавказе, где эта смородина должна расти лучше, и все остальные плоды и овощи, они у нас становятся дороже, чем в центральных регионах России. Но в последнее время и правительство, и само общество, оно начало задумываться, естественно, о том, что путь немножко искажен, и стали заниматься садоводством, овощеводством, которое надо очень сильно поддержать. Производственная мощность предприятия составит 6500 тонн консервированных продуктов в год, в том числе 3900 тонн овощных консервов, 840 тонн консервов с сахаром и 1100 тонн томатной пасты. Предприятие будет работать за счет поставок овощей и фруктов сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами в основном Сунжинского района.
Реализация проекта позволит создать 240 постоянных и 200 сезонных рабочих мест и получать прогнозируемую прибыль более чем 70 миллионов рублей в год. Ту продукцию, которая будет выпускаться комбинатом, не придется завозиться с других регионов. У нас будет своя продукция, и я думаю, это будет удобно жителям республики. Думаем досрочно сдать объект, хотя контрактная договоренность подрядной организации до 2014 года мы до конца года планируем сдать данный объект. Это связано с тем, что подрядная организация работает с 2010 года начала данного объекта и работает бесперебойно. Если финансирование, бывает задержка финансирования, но если нет финансирования, в данном объекте работа не останавливается. Следующий объект инспекции комиссии, строящийся мясомолочный комбинат в сельском поселении Сагапши, рассчитанный на 800 голов. На огромной территории на окраине селения раскинулся целый комплекс по выращиванию крупнорогатого скота. Проект предусматривает строительство 2 телятников и 3 коровников, а также складов для хранения кормов и сенохранилища. Общая стоимость объекта более 700 миллионов рублей. Строительство было начато в 2011 году и планируется завершить в 2014. Сейчас мы дойдем дальше. Вот полностью. Просто поговорим. Сейчас внутри там ведутся работы по бетонированию полов. В принципе, у нас в республике после 90-х годов вообще не осталось предприятий, производящих товарную продукцию, молочную продукцию. Поэтому наша задача сегодня, я уже озвучил, сказал, на 800 голов дойного стада. Вот. Этот комплекс. Ну, из его названия вытекает, собственно говоря, и его назначение. Он будет производить товарное молоко, которое мы будем с вами перерабатывать, потому что у нас в рамках федеральной целевой программы есть еще один проект строительства завода по глубокой переработке молока. Поэтому мы будем выпускать всю гамму продукции, которая вырабатывается из молока, весь ассортимент. Ну, мы, наверное, знакомы, что молоко это только начало. Оттуда идет и масло, и сыр, и йогурты различные, и различная другая кисломолочная продукция. Поэтому мы предполагаем здесь вырабатывать эту всю гамму, которую сегодня мы завозим из соседних субъектов, чтобы полностью обеспечить потребности нашей республики. Последний объект ревизии – делегация «Птицекомплекс Южный» в Малгобекском районе. Правда, проект пока находится только на бумаге, но это только пока. На территории более 80 тысяч квадратных метров скоро появится современный комплекс фактически из 3 заводов – мясоперерабатывающего, комбикормового и завода по выращиванию индюшатины. Все они будут объединены единой технологической цепочкой, а именно производство готового продукта глубокой переработки мяса индейки от яйца с использованием современных израильских технологий, представленных компанией MID, одного из мировых лидеров птицеводства. Никакой химии в производстве не применяется. Но при этом получается результат. Индейка откармливается 110 дней, самка индейки 110 дней, живой вес от 10 до 12 килограмм. Самец индюка, самец, до 24 килограмм живой вес. Это практически баран. За 145. Самец откармливается 145 дней, самка 110. На данный момент нами закончены проектно-сметные, проектно-изыскательские работы, получено предварительное согласие о финансировании проекта от Росагролизинга. Ну, готовы свои средства, часть средств, которые мы должны вкладывать. Ну, в принципе, рассчитываем, что в ближайшие пару месяцев мы начнем строительство. И само строительство будет спланировано таким образом, что через 13-15 месяцев мы получим готовую продукцию. Проект птицекомплекса состоит из 36 объектов. В год он планирует реализовывать до 10 тысяч тонн мяса. И это только предварительная цифра. По масштабам строительства он будет один из крупнейших в стране. Идея его возведения принадлежит частному предпринимателю Адаму Костоеву. В нашей республике он даст первое. Это только на предприятии будет работать 450 человек, 450 рабочих мест.
Причем мы планируем здесь довольно хорошие для республики зарплаты. Да, у нас минимальная зарплата будет от где-то 20 тысяч рублей в месяц, там, до 60. В смежных производствах этот проект должен создать в пределах 1300 рабочих мест. Ну, естественно, это увеличение налоговых поступлений в бюджет республики. Ну и самое главное, появится у нас свой бренд, будет у нас свой бренд, с которым мы можем выходить и на российские рынки, и на иностранные рынки. Да. Это довольно серьезный проект. На сегодняшний день такие проекты на территории России есть только в Ростове и в Енисейске, вот в Омске один проект, и здесь в Уфе. Да. Мы, в принципе, здесь вот на Северном Кавказе, да, таких производств нет. На первом этапе закладывается будущая эффективность всего комплекса. В связи с использованием в проекте самых современных технологий, правильность и точность заложенных в процессе проектирования технологических решений имеет принципиальное значение. Территория, которая находится за моей спиной, скоро превратится в большую строительную площадку, на которой будет возведен крупнейший на Северном Кавказе птицекомплекс по выращиванию индюшатины. С вводом этого объекта в эксплуатацию в Ингушетии появится еще одно бюджетно образующее предприятие, которое каждый год сможет пополнять казну республики более чем на 100 миллионов рублей. По завершению инспекционной поездки по объектам социально-экономического развития комиссия дала положительную оценку их развития в нашем регионе, а темпы строительства укладываются в график сдачи объектов.